эти дни, которые сейчас проживает наша страна, она очень такая интересная, да, пора. Норуз прошел недавно. Сейчас мы перешли плавно в пост мусульманский, и, как мы знаем, большинство нашего населения тоже держат пост Орозо. И насколько вот эти мероприятия, насколько эти дни по своей значимости похожи, и почему, несмотря на то, что есть разные вероисповедания, разная культура, все-таки в разных странах мира мы отмечаем эти дни похожими ритуалами, похожими традиционными обрядами. В чем смысл? Почему это так? Здравствуйте. Очень приятно, что позвали меня. Спасибо большое. Вот, Норуз — это обновление, все относится к циклам, которые мы, каждый человек, человечество, каждый день, есть циклы, да, большие, маленькие. Самый маленький цикл — это сердцебиение, дыхание, а самые большие — это уже планетарные циклы, 100-125 лет, 125 тысяч лет, да, и вот в этом году, в эти времена как раз заканчиваются большие циклы и начинаются новые, да. И каждый раз, когда мы Норуз начинаем, это тоже начало нового цикла в году. Кыргызы всегда это знали, и раньше мы не называли его Норузом, Улугун, оказывается, называли раньше. Всегда его праздновали. Это был день, когда можно было закладывать новую жизнь, новые какие-то проекты, планировать себя. И в эпосе Манас у нас как раз тоже там циклы. Человечество перетерпевает 3 больших цикла. Это Манас, Семите, Сиитек, там заложено, да. Мы в силу своего незнания или знания, перетерпеваем в той или иной мере одни и те же циклы. И когда мы говорим карма или цикл, мы зачастую почему-то говорим только о том, что это плохо, да. На самом деле нам же переходит и очень много хорошего. То есть самое главное, чтобы у нас были эти знания, как сохранить это хорошее, чтобы человек мог сохранить свой самый высший потенциал и проживать без больших проблем свою жизнь и быть в своем предназначении и исполнять свое предназначение. Как раз Манас — это наука о том, что как привести в жизнь энергетического осознанного человека, и чтобы этот человек без больших потерь выполнил свое предназначение, да? Семите и Сиитек — это другие сценарии. То есть, если есть люди, которые знают эти знания, они могут возвращать человека в хороший сценарий, да, так скажем. То есть, плохого, хорошего сценария как такого нету для природы. Просто мы так себе разделяем, а на самом деле все, в принципе, хорошо, и нас просто обучают этому, да. И когда мы возвращаемся к Норузу или возвращаемся к человеку, мы должны понимать, что современные люди, мы забыли, кто мы, да. Мы зачастую думаем, что мы тело, у которого есть душа, да. А на самом деле мы дух, у которого есть душа, а потом уже тело. И мы должны понимать, что природа нами руководит, не мы сами и наш ум, да, и зачастую мы эти знания забываем, и у нас получаются какие-то проблемы или какие-то уроки. И когда мы переходим от знаниям сакральным, там, этот дух и душа — это знания о невидимом, то есть они у нас присутствуют, но зачастую мы их не знаем. Они знают только те люди, которые обладают этими знаниями, да. И это чаир, мать Манаса, чаирды, это чаир, это тропинка, да, переводится, тропа, путь духовного развития. То есть, если родители обладают этими знаниями, человек может прожить хорошую, осознанную жизнь и быть счастливым, и в то же время выполнить свое предназначение, не попадая на негативные сценарии и продолжая не выполняя свое предназначение, не выполняя для Вселенной свою миссию. То есть человек приходит в эту жизнь с какой-то задачей, то есть Да. его душа или дух, когда он приходит в этот мир, уже имеет определенную задачу, которую он должен выполнить на этой земле, так Да. получается?
Ну, наш дух, он бодрствует дух, это и есть наш манас, самый наш высший потенциал. Он знает, с какими задачами, целями приходит, почему он приходит в эту семью, для чего он приходит, почему приходит именно в этот народ, да? То есть он знает это все, и у него эта живая память, она всегда сохраняется, и она в нас, в нашей памяти, в нашей крови, в нашей генной памяти находится. У нас же вот передаются какие-то знания, касиет кыргызский, да, даже черты характера, Да, вот, да, все это передается из поколения в поколение. Но единственное, нам нужно это пробудить. Он у нас есть. А он действует через нашу душу, да, там, это сознание. Кыргызча это кошой. Кошой это вот хранитель традиций, этих знаний, да. Дух, он всегда бодрствующий, это манас. Он существует, он знает все цели, а сознание он зачастую засыпает. Вот в манасе рассказывается, что Кошой заснул во время борьбы с Джолоем, да? Он не засыпает, просто у нас в силу нашего очень деятельного ума, мы его не слышим, да? И вот поэтому преподносится, как будто у нас сознание засыпает. А на самом деле сознание у нас также подсказывает, просто мы забываем его слушать и не знаем, как его слышать, да? А вот ум, это, по идее, инструмент, которым мы должны пользоваться, как руками, ногами. Там какую-то работу выполнил, он должен быть в покое. Но в силу того, что человек приходит и дух приходит, чтобы наработать человеческий опыт, он дает ему возможность наработать этот опыт, но пока он нарабатывает, сознанию это неинтересно, он засыпает. Соответственно, мы, увлекаясь играми ума, иллюзиями, да, вот этот джолой, мыслями в пути, там, джелой, это иллюзии, да, мы впадаем, вот, увлекаемся материальным миром и забываем свое предназначение и свою душу. И вот как раз в манасе, вы же вот спрашиваете, да, как человек должен воспользоваться и силу рода, да, использовать. Вот эти знания, вот они у нас есть в сознании, нам нужно вот пробуждать это знание. И как раз помогает нам пробуждать знание наше сознание. Он периодически нас будет, направляет, да, там болезни, разводы, потеря работы, денег. Это все пробуждение, дух начинает нас толкать на пробуждение. Если мы услышали, то мы пошли к хорошему сценарию. Если нет, то мы уроки, да, уроки у нас утяжеляются, и у нас получается, но все равно это есть. И вот в манасе как раз очень четко показаны циклы, да, вот 12 лет, 84 года, вот Мичо-Джаш. У нас традиционно наши матери, в основном, да, ну, родители, по идее, должны знать, как сохранить, вот, воспитать человека сознательным, да, вот человека можно до 6 лет, мы полностью связаны с сознанием, оно у нас пробуждено, мы... До 6 лет? Да, 6 лет мы жестко связаны, то есть, и после 84 лет. После 6 лет уже зависит от матери и отца, чтобы он это сознание не забыл, чтобы у него не заснуло, они делают рымы, да, вот какие-то ритуалы. Специальные ритуалы. Да, и вот когда вы говорите там карма, вот наши ритуалы, когда вот человек рождается, мы до сих пор делаем 40 дней, да, и когда человек уходит, тоже да, делаем 40 дней. Что мы делаем, да, какой ритуал, да, мы напоминаем человеку о его сакральных возможностях. Вот человек 40 дней мы выдерживаем, и вот эти 40 дней человеку передаются все таланты его рода. Почему 40 это очень значимое Это значимая число? цифра, и в манасе тоже это 40 есть. Его то есть, джигитов, чоро. Да, чоро. Я думаю, что 40 это когда человек обладает это способности и таланты, которые человека выводят на сознательный уровень жизни, да? То есть, когда 40 чоро собирается, и манас входит, становится ханом, да? То есть, это не в нашем понимании, что он стал президентом, а стал сознательным человеком, да? Осознанным. Да, и когда вот начали его таланты, кассиет пробуждаться и уже служить обществу, да?
Вот. И каждый мючоджаш, это вот Каждые 12 лет. каждые 12 лет, да, человек, есть ритуалы, которые вот пробуждают этот дух, чтобы человек сознание не заснуло. И почему нужно, чтобы сознание не заснуло? Ну, сознание это намного мощный инструмент, чем ум, да? Он десятки, сотни раз мощнее. То есть это опыт всех наших жизней, опыт нашего рода. И у нас есть возможность черпать эти силы еще в невидимом мире, да, вот хайб дюню, короче, называется, да. И это очень важно, вот мы эти знания утеряли, и сейчас как раз вот этот квантовый скачок, о котором мы говорим, это происходит не человек переходит, а вот его сознание. Мы из ума переходим в сердце, начинаем жить осознанной жизнью, сознанием, да, и это может произойти как щелчок, а может человек всю жизнь к этому идти, да, и раскрывать себя и свои таланты. А почему вот очень важно благословение для того, чтобы получить энергию рода, энергию для жизни? Почему уделяется огромное значение этому? В чем сакральность или в чем смысл? Я же вот говорил, да, мы забываем основную часть нашей жизни, невидимые стороны своей жизни, да. То есть у нас очень много помощников. Вот это у кыргызов арвак, это предки. Они не просто уходят, мы не умираем практически, мы просто уходим в другой мир, и мы помогаем нашим, те, кто на физическом уровне, дорабатывать земной опыт, да, и мы можем помогать, подсказывать через сны, через знания. И вот когда человек пробуждает свой дух, да, и вот гукрюккоз, значит, вот основном же говорят, там ясновидение, это только одна, да, одна часть, одна способность. А когда гукрюккоз, это яснознание, яснослышание, там ясновидение, очень много различных аспектов. Это интуиция, самый мощный инструмент, хотя это один из инструментов, да. И вот когда он включается, человек выходит в свой самый высший потенциал. Почему мы делаем бата? И вот как раз таки мы учимся, ну вот, если это сейчас мы автоматически делаем, да, но на самом деле это те невидимые силы, которые человек может подключить и пользоваться и в жизни, в этой жизни, да, через благословение, да. И мы когда говорим, вот эта телепатия, там, наши все способности, они все у нас есть, и вот через бата, потом у нас сейчас вот еще через ант пробуждаются вот эти все ритуалы, они не просто так делаются, и просто были люди, которые это знали, сейчас они утеряны, мы сейчас активно их ищем, да, и сейчас у нас опять появляются люди, которые получают эти знания и передают. Почему мы счастливые люди, кыргызы, да, у нас каждому поколению дается манасче. Это своего рода пророки. Конечно, у нас искаженное понятие о пророках, да, это надо прямо им там поклоняться, нет. Это люди, которые снимают информацию, есть манас ахлос казна, это сознание. Да, сознание, это хроника Акаши, по-другому называют, да, вселенский разум. Вот оттуда снимают информацию и передают своему народу. Манас это живое знание, то есть это не о прошлом, это сценарий о сегодняшнем. Причем еще разные монастыри рассказывают его. Один рассказывает как о предсказании, другой рассказывает, как это действие вот в современном мире, да, сейчас что происходит с кыргызами. И есть наследие, то есть как завещание нашим существующим поколениям, как проживать, как вернуться к этим знаниям, да, как получить. И в этом плане у нас вот сейчас уже около 30 у нас монастырей есть. В принципе, надо просто изучать. У нас большое наследие, да? Мы очень богатый народ. Наследие, да. Просто вот у Корана есть куча толкований, да, а у нас монаса вот этого нету. Сейчас я тоже рассказываю, может кто-то скажет, это сказки, но специально эти знания закрываются на время, чтобы когда человек на
уровня ума не может воспринять эти знания, им они преподносятся как сказка. А когда сказка, если ее расшифровать и пользоваться, то она становится сакральным знанием, тайным знанием. Оно не тайное, то есть это каждый может пробудить манаса своего, и каждый может этим пользоваться. Единственное, должна быть этика, да? Там она должна быть, человек должен очиститься, у него намерения должны быть. И вот в аспекте рода я хотел бы сказать, вот коллективное сознание, это вот родовое сознание, это коллективное сознание, это сознание рода, сознание народа, да? И мы же знаем, что у нас еще есть подсознание, да? И когда мы пробуждаемся, сейчас мы активный поиск есть, то есть эти знания у нас сохраняются в нас, но мы сейчас осознанно их не можем, да, пользоваться, но периодически они срабатывают неосознанно. Вот если вы взять пандемию, то вы видели, да, каждый абсолютно незнакомые друг другу люди делали одно дело. Там кто-то находил помещение, другой находил кровати, да, третий собирал деньги, пятый покупал лекарства, четвертый просто шел волонтером, там, медсестрой, уборщиком и так далее, да. Вот это коллективный разум наш, манас, коллективный манас. Это описывается и в манасе, вот когда чуро, 40 человек осознанные. Вот то, что было в пандемии, это неосознанно произошло, но мы очень близки к сознанию, да, наше общество. А когда вот мы осознанно начинаем действовать, то 40 человек могут трансформировать карму, то есть плохой сценарий народа могут изменить. 40 осознанных людей да, могут изменить один карму осознанный человек, народа. да, может изменить карму своего рода. То есть род. Единственное, да, этих людей надо тоже, ну, этим людям надо прислушиваться, и этих людей надо ценить, уважать. То есть как раз у нас потеря в том, что мы не пользуясь своими традиционными знаниями, мы увлеклись другими знаниями, да, и поэтому зачастую мы сейчас наше общество не слышит друг друга, даже самого себя не слышит, потому что не слышит свое сознание. А если человек, вот, и самое ключевое в этом, вот это все будет работать только тогда, когда человек начнет познавать себя, да, когда начнет узнавать себя, это вот внутренняя трансформация должна произойти, вот этот квантовый скачок, да, когда человек переходит на уровень сознания. И это сознание надо, вот наш взор надо обратить внутрь. Вовнутрь. Да, мы должны... И период поста, он помогает прийти и обратиться вовнутрь, да, то есть да, пойти как в раз себя. таки вот во всех религиях есть пост, и у кыргызов есть свой пост. Там как раз таки мы... это сделано для того, чтобы повернуть внимание внутрь. Во время поста, когда мы держим, мы ограничиваем себя, да, все наши чувства, мысли, они все обостряются. И сама природа это делает. Если вы видели, да, мы вот пандемию нас всех посадили дома, это тоже часть поста, то есть нас ограничили. Потом, там сейчас вот война, да, война проходит, сначала начинается внутри человека, в мыслях, а потом она выходит наружу. И когда мы, в Манасе тоже об этом говорится, вот это чон казат, кичи казат, это все не война, которая с другими народами, а это внутренняя борьба. Кичи казат это как раз процесс познания себя. И когда мы познаем себя, и что убивает нас Манаса, да, это, если вы заметите, в Манасе все отрицательные герои называются калмаками и китайцами, да? Но речь не о народе Китая, а о людях, которые забыли себя, вот, и там Конгурбай — это человек, который не знает белого и черного. Конгур — это не белое, не черное, то есть не разделяет белое с черным, да? Человек, который не умеет говорить, не знает разделить истину от лжи, да? Вот эти люди, это не люди, это внутренние свойства человека, которые убивают его высший потенциал. Речь об этом, да? И джолой, когда человек наполняется эгоистичными мыслями,
амбициями, да, обидами, да, и какими-то еще вещами, очень многими отрицательными вещами, у человека внутри образуется псевдосущность. И у нас это описывается как джолой, да, карады джолой. То есть это не человек национальности какой-то, а это внутренние наши обиды становятся неким джинном, да, который нас вводит не туда, и вводит от нашего сознания. Поэтому, если взять кошоя и джолой, кошой это сознание, кош-ой, это объединенные знания, да. Кошой, он... Это логика и интуиция? Сознание. Это интуиция, логика, это только один аспект сознания, да. Сознание это намного высший такой, он выше, чем ум, намного, да, вот десятки, сотни раз. Вот это знание, интуитивные знания, вот, которые мы можем черпать из Вселенной. И вот там показывается борьба этого кошоя и джолой. Джолой это 35-40-летний мужчина, а кошой это карья 90-летний. То есть в физическом мире эти бы люди просто на уровне ума даже бы не боролись, они сказали, а карья я тебя отдаю, там, да, и не стали бы, да. А вот это аллегория, которая передает наше состояние, это знание, которое как раз таки сегодня мы обсуждаем, да, вот эти циклы. И человек вот эти циклы переживает снова, и человечество переживает. И у нас есть вот великолепное знание Манас, в котором все это описано. То есть, получается, все наши традиционные и вообще сакральные знания, знания о том, как сохранить свою энергию, как жить вообще в жизни, оно указано и показано в Манасе. То есть ее нужно просто правильно понять и расшифровать, растолковать. То есть с одного прочтения, возможно, человек не всегда может понять всю суть, но однако все вопросы, которые связаны с нашим родом, народом, развитием государства, страны, да и вообще связи со Вселенной, с природой, это у нас заложено в нашем эпосе, в Манасе. Манас — это чистое сознание. Да. У Манаса есть несколько аспектов, и вообще Манас очень многогранный, то есть можно с любого ракурса смотреть, и там есть учение, да, и чем это уникально, я чем больше вот вхожу, и там чем больше вот, тем больше поражаюсь, да, сколько знаний там находится. И когда... Хорошо. Спасибо вам большое. Очень интересная, конечно, беседа. Я думаю, она такая долгая, еще может продолжаться долго-долго, так как Манас — это самое большое произведение в мире, которое занимает первое место, наш эпический Манас. После Манаса идет Махабхарата индийская, потом уже Гомер, Илиада, Одиссея. Да?